первую очередь камерой пройдусь, так легче искать рыбу. Есть кто-то или нет там хоть. Один проскочил. Елец был. Вон вторая рыба. Ну, как всегда, рыба тут есть. Немного. А, есть они, вон они. Это окунь. Это окунь. Там еще елец. Не, а вон, прямо на камеру подошел. Вон они, окуни в основном. Нам не плотва нужна. Первого ельца, ребят, поймал. Вот так. Короче, поставил 2 удочки. Посмотрел на камеру. Рыба ушла куда-то. Не знаю, где она. Вот одного поймал на косынку. Короче, рыба ходит туда-сюда. Опять надо лунки сверлить, искать. Окушки. Ну, буду пока все брать. Это второй окушок уже. Короче, нашел я рыбу. Клюет хорошо пока. Тут на видеокамеру я видел и ельцы там, и плотва, и всякая разная рыба. Вон она. Опять поклевка была. Их очень много тут. Такая куча. Опять окунь. Все окушки. Жерлицы, конечно, они не так хороши, но пока буду брать. О, есть. О, хорошо. Белая рыба нужна. Белая рыба нам нужна. Снова елец, ребят. Плотвы нету. Ельчик попался. Да хоть и ельчик. Самое главное, чтобы белая рыба была. Есть. Опа. Снова окунь. Там поклевка. Не знаю где. О! Елец. Ой, не елец, а плотва маленькая. Вон плотвичка. Ну туда, ну, запутаешь тут что. Короче, ассорти, всякая разная рыба тут водится. Все есть. Понемножку. И тут вон, смотрите, везде тут клевки. Этот совсем маленький. Это уже уклейка. И там клюет, смотрите. Маленькая уклейка. Совсем мелкая.
про елец. Ну, ячея крупная, и яйцы крупные попадают. Конечно, на живца такие мощные мне не нужны, но тут вообще перестал клевать. Короче, ребят, что-то полная тишина, вообще не клюет. Все перестало. Подождем немножко. На улице, знаете, вообще безоблачно становится. Сейчас ударят морозы уже. Думаю, сейчас примерно 15 градусов мороза. Я в куртке. Куртка Горка 3, Исландия. Комфортно себя чувствую, очень тепло. Вообще без клёвки. Тишина. Вот. Насчет куртки, ну не только куртка, а костюм. Уже третий раз я показываю. На втором канале я обзор делал, что к чему. Там ссылку оставлю. Ссылку оставлю магазина, где покупал, и ссылку оставлю обзор этой куртки. Всем рекомендую. В комментариях мне как писали, что куртка мала, но блин, самое то. Нигде ничего не мешает. Нигде ничего не висит. Все закрывает. И длина куртки самое то. Штаны теплые. Куртка длина, ягодицы закрывает. Ну, для мужчины, конечно же, это самое то. Это чтобы простота не остыла там ничего. Здоровье надо беречь. Поэтому всегда я беру, стараюсь брать подлиннее. Вот. Где рыба? Почему так не клюет? Опять надо искать. В ту сторону ходил, вообще не было. Где-то вот в этом пяточке они ходят. И все. Не успеваю. Вот так, ребят. Так что, кому интересно, можете заказать. В описании ссылку оставлю. Всю информацию про эту куртку. Костюм-то есть. Зимний дом, минус 35. Будем еще тестировать морозы. Ну так особо я не стараюсь, как бы, в походы. Блин, он очень красивый. Просто для повседневки по селу там в магазин ходить самое то. Новое, жалко прям. Даже. Когда на буране ездишь, там ремонтируешь, он быстро испачкает. Да и сегодня вот тоже вот рыбу ловишь, рыбу вытаскиваешь и сразу вот руку вытираешь куртку. И она быстро пачкается. Что-то аппетитно. Кушок. Это третья рыба, ребят. Не до съемок пока. Не до съемок. Опять эта клюкова. Так, короче, тут поймал с этой лункой одну плотву и два окуня. Один покрупнее, другой поменьше. Сейчас до этого я еще просверлил вон там. Прошел вон до туда еще 4 лунки. И здесь 3 лунки. Короче, тут рыбы вообще не было. Вот за ледобуром там лунка. Там рыба есть. Но вот с удочкой туда ходил, вообще поклевок ничего не было. Эту удочку я принес снова сюда. Короче, 2 удочки вот тут будут у меня. Ну, здесь еще буду рыбачить. Вот в этом пяточке рыба ходит. И хоть кого-то еще можно поймать. Ну, с десяток, наверное, рыбы у меня уже есть. Сейчас, ребят, давайте сходим еще
косынку проверим. Там может быть одна рыба тоже есть. Ну тут 25-ка, как сказать, ячея. И мелкая рыба не попадает. А мне бы на как сказать, на жерлице, не крупную не надо. Давай попробуем. Уйди тулан. Любопытный. Вон. О, есть. 2, 3. Мой, уйди. 3 штуки, ребят. Косынка спасает меня. Косынка спасает меня. И тут ельцы. На уйди тулан. Вон он. Вот такой елец, ребят. Ну-ка. Нельзя. Следующая рыба. Окунь. Вот, блин, на крючок не попадает, а вот такой окунь. Вторая рыба. Ну и еще покрупнее. Уйди. Елец тоже. Ельцы, между прочим, крупные. А на крючок не попадает. Рыба ходит туда-сюда. Не стоит. Тоже он такой елец. Крупный. Короче, поймал я одну плотву. Уйди. И большого окуня, вон, смотрите. Огромный окунь. И опять поклевка вон. Вон он. Опять плотва. Видите как? Это покрупнее. Это зачет. Для жерлицы вообще класс. Такой. Я в основном плотву и стараюсь ловить. Плотва нужна. Окунь не особо. О. Есть контакт. Снова плотва, ребят. Это радует меня. Надо воду поменять там у них. Клёвочка. Есть. Ок. Видел даже. Вроде окунь был. И сразу же такой же размерчик, наверное, окунь был. Вообще возьму все подряд. Потому что уже начинает солнце. Сейчас скоро нырнет. Мне надо еще жерлицу закидать. Пару штук бы еще. Ребят, смотрите. Ну, штук 20, наверное, уже тут есть. Будем прекращать. Сейчас я еще заберу косынку. Что-то попалось. Мы там посмотрим. Так. Сейчас уже не буду больше ставить. Одна плотва попалась. Это радует. Плотвичка, ребят. Все, косынку забираю.
поеду на другое озеро. И там уже ставить буду жерлицы. Но как ставить там, думаю, не интересно. Интересно будет, когда будем проверять, что-то попадет или нет. Вот так. Короче, ребят, ну это походу последний на сегодня. Ну штук 20, наверное, или 15, сколько там. Самые мелкие и самые крупные остались живцы. В основном на окунь. Поставил эти жерлицы. Плотвы совсем мало, несколько штук только было. Ну еще. Сейчас он назад. Сам не мерзну, а вот руки вообще. Осталось там, наверное, штук 5 рыб. И вот последняя жерлица еще, наверное. Вот это еще, да, куда-нибудь сюда еще вот закину. Тут у меня получилось раз, два. Это третья. Такая куча будет. И по всему озеру, наверное, штук 20 наберется. Обратно буду идти, посчитаю, сколько там поставил. Немножко погрею машину. Но чуть-чуть. Не чуть-чуть, а руки замерзли. Какой там чуть-чуть? 19 штук. Я думал, больше 20, 19. За ночь он замерзнет. Лунки очень сильно замерзнут. Не знаю как. Завтра топор не забыть, главное. С топором как-то прорубить. Блин, заметно похолодало. Очень заметно. Так что не знаю, что будет завтра, какая погода. Но вездеход уже тут. Здесь оставили. Но большая техника сегодня что-то я и не слышал. Я не знаю, как тайга или тигр, или что там называется. Такой вездеход. Обзор делать не стану. На вид не очень так красивый. Но проходи меня. Наподобие шерпа сделан. Гибрид какой-то. Намного шире стали дороги. И это очень даже большой плюс, ребят. Потому что все зарастает очень быстро. Буквально за каких-то 10-15 лет уже возле дороги так заросло кустарниками, эти ивы. А сейчас вот это все мелкие кустарники бульдозером сравняют, уберут. Смотрите, как классно. Свою развилку еле узнал. Смотрите, как широко. Печка там, она уже погасла у меня. Идем печку затоплю. Сейчас уже никуда не пойду сегодня.
нам прибежал. Так, да, явно печка уже погасла. Сейчас заготовить дрова на ночь надо, сырые дрова. У меня в запасе там береза есть. И сухие дрова тоже. Вот. Сейчас еще пару патронов я отсюда бахну, потому что что-то мне есть такое предчувствие, что взбился моя оптика. Там у меня 50 метров и 100 метров доски я поставил. Пару раз надо бахнуть.